импортировать дальше из Западной Европы и так далее. Там технология, ну, по крайней мере, с его слов, совершенно уникальная, запатентованная. И поэтому, ну, дай бог, немного надо еще, чтобы запустить. Я уже им советовал запустить один цех пока. Зачем вообще 20? Потому что найти 20 тысяч, а помещать там, в принципе, уже даже и окна стоять, там и площадки, там огромнейшие сделаны, целый завод с нуля. Поэтому, ну, надеемся запустить. Что мы еще вам не ответили? Я еще. Ладно. По поводу предстоящей избирательной кампании по выбору депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Я убеждена, что вы знаете наш Вилейский округ, номер 74, он объединяет Вилейский и Мятинский регион. На данный момент окружной комиссии нашей зарегистрировано 5 инициативных групп по сбору подписей, дальнейшее, которые будут проверяться по регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. Это Супранович Ирина Александровна, Квяткевич Андрей Анатольевич, Тихонов Максим Викторович, Плавинский Александр Стефанович и Сюдак Алексей Валерьевич. Но это не значит, что выдвижение завершено. Нет, оно продолжается. Мы знаем, что согласно избирательного кодекса 3 путями можно выдвигаться в депутаты Палаты представителей. Значит, путем сбора подписей, это регистрация инициативных групп, извините, выдвижением от трудового коллектива и от политических партий. Поэтому все, кто желает принять участие в качестве кандидата в депутаты, пожалуйста, документы в окружную комиссию находятся у нас в здании райисполкома, работает с 10 до 19:00, перерыв с 2 до 3, суббота рабочий до 2, воскресенье выходной. Так, по-моему, еще Елена Александровна что-то говорит. Елена Александровна, По поводу предвыборной программы, у нас еще впереди 2,5 года до окончания нашего созыва, поэтому я думаю, еще время будет для того, чтобы что-то поменялось к следующему созыву. Ну а что касается кандидатов в депутаты Палаты представителей, то они будут, все программы напечатаны в нашей районной газете или «Минская правда», будет выступать на телевидении, для Минской области это СТВ. В обязательном порядке. Ну, конечно, силой никто заставлять не будет, это решение, желания каждого кандидата в депутаты, но право такое дано всем. Пожалуйста, еще вопросы. Шкуранова Валентина Петровна. Это мне было больно к вам прийти, без помощи, но я вынуждена. 20 лет я мучаюсь. ЖКХ, я обращаюсь к вам. Помогите. Это когда начинается отопление, благодать, куда уходит тепло потом? Батареи теплые, то и холодные. Обращалась я, писала я. Куда обращалась? Все обещают, все хорошо. Приходят такие красавцы, мужики, ну что, посмотрят да уходят. Никто ничего мне не хочет помочь. Скоро 20 лет. Я уже состарела. Я уже стала немощной. А в квартире холодно. Помогите. Это просьба. Как вас, извините, пожалуйста? Шкуранова Валентина Петровна. Валентина Петровна, Виктор, вообще что там? Я понимаю, уже вам этот дом и квартира должны быть знакомы. Что толку в этой безделке? Значит, в порядке квартиры были там неоднократно люди, составляли акты, замеряли. Вот температурный режим был. Вот так. Все вот. Ну это так, Валентина Петровна. Начнется сезон отопления. Еще раз к вам хотел проверить. А потом опять куда уходит эта вода? В смысле, Валентина Петровна, то есть сразу тепло, а потом, Да. когда они уходят, становится холодно? Не знаю, что происходит. Валентина Петровна, давайте таким образом. Значит, так, кто тут есть? Готовка. Пометь, потом дашь мой телефон служебный, мобильный, через приемную. Наберете в приемную, вам дадут телефон. Но если как только уйдет, будет тепло, и у вас не будет тепла, тогда их точно там. Уже я тогда пройду. Спасибо. И второй вопрос. Я хочу рыбы. Звонит. Телевизор красиво говорит. Сладко. Где рыба у Вилейки? Если рыба появляется, мои животные не хотят их есть, а люди едят. Страшно.
Травится народ этой рыбой, что у нас в магазинах. Одумайтесь, люди, продавцы. Что вы делаете? Валентина Петровна, Заказчики эти. я могу вам так сказать, что по рыбе у нас заходит, вот буквально уже заключили инвестдоговор, да, Валентина Петровна? Виталий, Санта-Бремор. Это как-то по-другому называется, Санта-Бремор. Ну, это Санта-Бремор, Санта-Фе, по-моему, называется. Как? Правильно. Санторита. Да. Значит, вот эта площадка, которая на углу возле больницы. Этот магазин, я знаю, это торговое предприятие, оно именно специализируется на торговле рыбой и рыбными изделиями. Поэтому, я думаю, ситуация по рыбе Валентина Петровна точно поменяется. Не знаю, как тепло в квартире, но по рыбе ситуация изменится. Пожалуйста. Да, конечно. Вон микрофон вам дадут, чтобы вас можно было слышно. Давай. К Виктору Иосифовичу, чтобы помочь в покупке техники. Вот как этот вопрос решился? Я одну машину вижу, которая забирает мусор, но только одну купили ГБО ЖКХ машину или еще какая-то есть? Это первый вопрос. Второй вопрос. Светлана Михайловна очень хорошо отзывалась о садиках, которые находятся в основном в Зенитовском районе. Но напрочь забыли садик, который когда-то курировал, можно так сказать, курировала воинская часть. Это 7-й садик. Вы, вот, Олег Павлович, вы ходите мимо, вы немножечко сверните вправо и посмотрите, какова территория этого садика. Там, ну не знаю, сколько лет этим березам, которые не сегодня-завтра упадут, но хоть бы не случилось ничего. Это раз. Второе, забор там такой, что, ну, нужно его, в общем, уже показывать как исторический, ну, какой-то объект. Ну, не говоря уже о том, что внутри, что собирают по копейке на краску с родителей. Ну, в общем, этот садик очень заброшен. А когда-то он был первый у нас в городе, первый садик. И попасть туда, ну, в общем, как вот есть такое по блату. И еще такой вопрос. Значит, раньше как-то очень часто, даже весной, чистили город, вот эта машина Тайфун, или как она правильно называется. Но теперь, в общем-то, не видно ее. И, значит, я пыталась попросить, чтобы в нашем регионе почистили. Мне сказали, что это надо добро, чтобы давал Олег Павлович. Я уже добро даю. Вот. Ну, вот такие 3 вопроса, пожалуйста. Так, значит, по мусорным машинам. Виктор Васильевич, пожалуйста. Анна Николаевна, спасибо за заботу. Значит, приобретено, нам мне не надо говорить. Значит, приобретено в этом году 3 мусоровозных машины. Значит, приобретено порядка 100 контейнеров, евро 1,1 куб. И в стадии проработки еще 110 контейнеров для твердокоммунальных отходов. Я на первый вопрос вам ответил. На третий сразу отвечу тоже заодно. Вы имели в виду, автомобиль называется магистраль, ну, евроисполнений Бродвей. Эта машина работает, не знаю, почему ее не встречаете в городе, вот выметает улицы. Светлана Павлович, ну, персонально, 2-й и 1-й угловой пролетел. Что с садика, конечно, я в курсе по этому садику. Очень страшный забор. Это садики, которые вот где улицу положили. Вот там, я знаю, что не тот, но там тоже сетки сделаны с кровати. Вы понимаете, я его не могу. 90-е годы.
Я вам честно говорю, я уже с пацейкой разговаривал, сейчас пока в отпуске, буквально, он, по-моему, по этому садику, по 7-му обещал, что там уже прорабатывать вопрос, там сетку поменять и так далее. Поэтому что-то сделаем по садику. И поасфальтируем. Пока в этом году вот на одном поменяли дорожку, 2 заасфальтировали, еще либо начальную школу заасфальтируем, либо, значит, какой-то садик. Посмотрим, там, ну, там по начальной школе объемы большие. Если у нас не хватит денег, значит, мы какой-то садик еще один тогда возьмем и заасфальтируем. Сент-Бремер вот этот заходит к нам. Они, кстати, есть договоренность, мы с ними договорились, они инвестпроект, и пообещали 65 тысяч оказать спонсорской помощи. Тоже либо мы пустим на ремонт начальной школы, либо там по указу президента, там не на все можно вот эти деньги использовать, либо сделаем площадку в Логасе. Там как-то было, там не хватает, там одна с лучших наших школ, чтобы было там и волейбольная прорезиненная, вот такая, как на стадионе площадка, и большой теннис можно было, и взрослым дать возможность поиграть, и футбольная для деток, то есть, ну, в планах у нас такое есть. Пожалуйста, дайте микрофон. Здравствуйте. Я хотела спросить Представьтесь, пожалуйста, Олеся Челик, Горького 32. Вот как раз вы сказали, что будет новый магазин у нас там на углу, напротив поликлиники. Да. Это как раз через дом от нас. Наша насущная проблема – Европа, 21 век, местная канализация. Значит, отсутствие центральной, хотя через дорогу все прекрасно пользуются, нам никак. В прошлом году несколько домов, значит, мы пошли в водоканал, ходили в УКС, спрашивали. Нам насчитали такую запредельную сумму. В общем, тут было сказано, что очень много все заасфальтировано, все красиво. Для нас этот асфальт – это проклятие, потому что сказали, что новый асфальт по Горького никто не даст взрывать. Значит, все вот эти системы коммуникации, газ провели, теплосети там лежат. Кто первый туда пришел, тот, в общем, занял хорошее место. Для вашей канализации места нет. Это вот был такой ответ. Если вы будете дальше сами, своими силами, как сейчас вот там по Маркову, вы знаете, да, до Чайковского, там копают канализацию. Если точно так же вы хотите это сделать, вам придется туда идти вниз, через Марково, делать горизонтальный прокол. Это очень-очень дорого. В общем, эти семьи просто это не потянут. Сейчас появилась информация, что если там будет этот великий, большой, хороший магазин, если, может, они будут делать там центральную канализацию, может, как-то нас, эти несчастные 10 домов на этой ветке от Красноармейской до Маркова, может, как-то возьмут под свое крыло. Леся, как вас по отчеству? Олеся Александровна. Леся Александровна, так. Да. Мина Александр Николаевиченко. Где? Пожалуйста, доложите ситуацию. Там, по-моему, где-то же микрофон в зале еще один, вы можете подойти. Пока магазин за техническими условиями на прокладку инженерной сети водоканал не обращался. Поэтому если будет обращение вот какого-то крупного строительного сооружения по выдаче технических условий, мы вашу просьбу учтем и обязательно можем даже... Скажите, а если не будет, и как нам, Нет. может, напомнить о себе? Может, вас, как бы, нам к вам обратиться официально с заявлением, чтобы вы нас не забыли? Мы можем всего лишь выдать технические условия. Есть у нас очень хорошее предприятие УКС города Вилейка, которое мы... Тут начну, Олеся Александровна, подождите. Олеся Александровна, подождите. Александр Николаевич, мы давайте таким образом. Значит, я думаю, что без сетей такой магазин в любом случае, его, я не знаю, санстанция есть у нас кто-то? Я думаю, что без сетей тут явно их его не запустят, да? Поэтому в любом случае, я не знаю, как вы там далеко, но то, что там придется ему прокладывать эти сети, вы единственное, что я не знаю, как-то пометьте, когда начнет, ну, это как-то потом, чтобы не прошло вот это дело. Олег Павлович, я точно не забуду, когда будут к нам обращаться за выдачей тех условий, мы легко и просто вписываем технические условия с учетом возможности обеспечения или сечением, или диаметром сетей, чтобы обеспечить близлежащие... Чё, Александр Николаевич, что я от вас хотел услышать, потом спросим. Извините, а как же асфальт? Нам же говорили, что такой золотой асфальт. Нормально? Можно его будет Не, взрывать? подождите, я не то, что золотой асфальт. Мое требование вот, на сегодняшний день одна из проблем Вилейки, и в принципе я сейчас вот это дело все ужесточу. Ну, а когда вам вообще говорили? Это мы
были в прошлом году где-то в августе месяце. Я вам скажу так, мое требование такое, я же понимаю, сегодня жизнь не стоит, надо и канализация, надо и воды. Сегодня порывы даже новые асфальтами, по 1 мая прошло серия, что сделаешь. Мое единственное, что условие, что потом сделать так, что оно не видно было. А для этого надо просто контроль. Нормальный контроль, это нормально еще на сегодняшний день технические условия, трамбовка и так далее. Я думаю, дорожники сидят правильно, и есть такая возможность, чтобы это убрать. В Поэтому, общем, скажите, что у нас есть надежда. конечно. Что не Я думаю, что, я думаю, что магазин магазин без этого не будет. Никто не подпишет такие на 400, по-моему, квадратных метров, если я по памяти пастуху. Да, 400 чем-то квадратных метров там явно не будет. Более того, они же будут благоустраивать там территорию. Мы с ними уже проходили сюда вдоль больницы, им должно быть там по их нормах, по-моему, 80 стояночных мест. Они будут еще здесь тротуар часть ложить вот по этой улице, как вам сказать, правильно, где вот, если ехать от Сыродельной, пересекаешь, что где поликлиника, где это и туда прямо, справа, слева будут дорожки ложить и стоянки организовывать. Поэтому мы с ними уже выезжали на место и, в принципе, и заодно район загорится, заодно, думаю, что и вас подключим к канализации, к воде, если что. Спасибо. Можно теперь я. Да, Алексей. Мне тут тоже невеличко. Пока разберутся, я вопросик можно задам? Вопрос следующий. У меня один вопрос, пожелание и просьба. Вопрос следующий. Вот вы говорили о ремонте железнодорожного вокзала и автовокзала. Да. В связи с этим хочу выяснить, будет ли построен тротуар от Куренецкого переезда к вокзалам вдоль этой улицы. Ходить невозможно, а люди ходят на поезд, на автобус. Будет ли построен? Там надо даже построить кусочек небольшенький, 90 метров, я шагами мерил, 12 лет, когда был депутатом, добивался или добился. На независимости, возле платной стоянки, возле 20-го дома, с обратной стороны, чтобы дети с микрорайона Черкова, которые ходят в школу в 5-ю, не переходили вот на этом опасном участке 2 раза улицу. А чтобы они прошли этих 90 метров, достигли, там тротуарчик начинается уже буквально на повороте. Поэтому я настоятельно требую, чтобы там тротуары были и к вокзалу построены, там же будет благоустраиваться вот эта площадка между вокзалом. Я услышал вас, Иосиф Иосифович, я, к сожалению, не совсем ориентируюсь, может быть, по городу. Значит, Котович, вы идите, или готовы ты сейчас сказать, ответить? От этой улицы, от железнодорожного переезда до вокзала, конечно, тротуара там в этом проекте большом нету, но придется тогда делать же... Там просто необходимый тротуар. Перекапывали 1000 раз, там нет тротуара практически. На сегодняшний день, хорошо, Котович, значит, вы едете, померяйте там, если там это техническая у нас возможность, во-первых, посмотрите, мы рассмотрим этот вопрос. Я не готов вам так что-то ответить, потому что,